В эфире программа «Актуальное интервью». В студии работает Анастасия Кобызева. Как пандемия повлияла на рынок труда, на какую помощь могут рассчитывать граждане, оставшиеся без работы, и где пройти переобучение на востребованные специальности. Об этом мы сегодня будем говорить с председателем Государственного комитета Якутии по занятости населения Степаном Москвитиным. Степан Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. И сразу первый вопрос. Каков уровень безработицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года? Уважаемые телезрители, я хочу вначале несколько пояснить, потому что уровень безработицы мониторит два органа исполнительной власти. Это Федеральная служба по государственной статистике по Республике Саха-Якутия, которая применяет общепринятую методологию Международной организации труда методом опроса. И здесь этот отчет наблюдения они Саха-Стат проводит ежеквартально. Если говорить о первом квартале текущего года, то уровень безработицы он составляет 7%. Это на 0,1 процентный пункт выше, чем показатель аналогичного периода прошлого года. И показывает статистика, что количество безработных увеличилось на 2% и сегодня составляет 35,7 тысяч человек. Эти данные являются официальными. По линии Госкомитета занятости населения республики мы мониторим показатели регистрируемой безработицы, то есть то количество граждан, которые обратились в службу занятости в целях поиска подходящей работы. Так вот, с 1 января текущего года по 25 мая в службу занятости обратилось 23 085 человек. Этот показатель, он превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 60,7%. Из этого количества обратившихся граждан на учет поставлено 19 869 человек, или на 89,1% больше, чем в прошлом году. В прошлом году на учете состояло порядка 10,5 тысяч человек. Но здесь следует понимать, что в связи с пандемией значительно упростилось для граждан порядок постановки на учет. Сегодня это делается в дистанционном режиме через портал, общероссийский портал «Работа в России». Гражданину для того, чтобы встать на учет, достаточно написать заявление на этот портал, и уже работники центров занятости совместно с Пенсионным фондом и ЗАГСом проводим работу по удостоверению достоверности тех заявленных параметров гражданина и ставим на учет, либо мы в этом по обоснованным причинам отказываемся. Но следует понимать также, что на рост количества обращений повлияло и тот размер пособия по безработице, который существенно вырос, и он сегодня приравнен к минимальному размеру оплаты труда, и базовая составляет 12 130 рублей, помноженное на районный коэффициент. Но и также то, что сегодня обращаются те граждане, которые были самозаняты, вернее сказать, те люди, которые имели доходные занятия, но были неформально заняты, не числились в каких-то трудовых коллективах, не имели реальных трудовых договоров по работе, трудовых договоров, и, соответственно, не отчисляли ни налогов, ни страховых взносов. То есть мы сегодня можем оценить и масштабы неформальной занятости у нас в Республике Саха-Якутия. Но надо сказать, что в целом эта тенденция, она характерна для всей Российской Федерации, увеличение идет, и поэтому ситуация такая, и мы сегодня, конечно, в ускоренном режиме ведем работу по регистрации и выплате пособий по безработице.
Велико ли влияние последствий пандемии на рынок труда? Какие предприятия и отрасли больше всего оказались подвержены последствиям пандемии и не могут сохранить прежний объем рабочих мест? Да, действительно, влияние пандемии на сегодняшний день на рынок труда достаточно велико. Об этом говорят и многие аналитики, ведущие институты, как мировые, так и отечественные. Но то, что касается нашей республики, следует отметить, что и сегодня это уже факт, что наиболее пострадали это субъекты малого и среднего предпринимательства, прежде всего занятые в торговле товарами не первой необходимости, так, не продуктами питания. Это, конечно, гостиничный бизнес, это сфера туризма, это сфера досуга, культуры, спорта и так далее. И, безусловно, пострадал и транспортный комплекс, прежде всего для республики, это характерно для авиаперевозки. Но надо сказать, что в целом есть и отрасли, которые, конечно, приобрели здесь, прежде всего, наверное, это IT-технологии, службы доставки, некоторые другие виды деятельности. И предприятия, которые, относятся к крупному бизнесу и имеют определенную, скажем так, подушку безопасности, подушку сохранения рабочих мест, так, они сегодня, если и испытывают сложности, то не так сильно, как именно те отрасли, которые я сказал. А вообще, какие меры сейчас предпринимают власти, чтобы не допустить такого резкого роста безработицы? В целом, да, и на федеральном уровне принят ряд мер. Прежде всего, это меры, касающиеся поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Сегодня объявлен мораторий на банкротство предприятий. Сегодня, беспроцентные кредиты предоставляются для выплаты заработной платы. Сегодня по некоторым видам деятельности наполовину практически снижены и выплата страховых взносов, объявлены каникулы налоговые и так далее. Да? Но в целом, то, что касается республики, главой республики Арсением Сергеевичем Николаевым создан оперативный штаб по восстановлению темпов экономики, уровня занятости и доходов. Этот штаб, он, заседает практически, можно сказать, каждый день или через день. Рассматриваются, во-первых, системообразующие предприятия, их, финансово-хозяйственной деятельности, делается глубокий анализ, их финансового состояния и оказываются конкретные меры. Приведу буквально пример. На днях рассматривалось предприятие, относящееся к сельскохозяйственному комплексу. Это наши местные производители, хлебокомбинат, птицефабрика, предприятия «Союз», «Сахабук» и так далее. В целом оценка такова, что, конечно, с трудностями эти предприятия столкнулись, так, но в целом объемы реализации выручки где-то оценивается в порядке 10%. Так, но это не является, может быть, критичным. С другой стороны, дано поручение поддержать эти предприятия по различным, формам поддержки и по субсидированию заработной платы, и по некоторым другим видам поддержки. Например, Сахабук сегодня испытывает сложности по реализации своей продукции, шкур и так далее на международном рынке труда. Это прямое влияние пандемии. Но вместе с тем мы, как служба занятости, отмечаем, что во всех этих предприятиях сегодня отсутствуют работники, находящиеся под риском увольнения. Конечно, есть некоторая часть работников, находящихся в простое, направленные, вынужденные отпуска, так, но их незначительное количество, порядка 40-50 человек. Также рассматриваются предприятия и горнодобывающего комплекса. И, конечно, по всем этим предприятиям будет оказана помощь финансовая. Это там, где она необходима. Так? То есть эта работа ведется штабом
в оперативном режиме. Ну а то, что касается службы занятости, конечно, здесь у нас главой республики, руководством республики дано поручение активизировать работу по проекту «Местные кадры в промышленность» прежде всего. Здесь работодатели, крупные работодатели вносят, конечно, существенный вклад в политику занятости населения. За первый квартал текущего года, значит, трудоустроено 1600 человек 25 компаниями, с которыми подписаны соглашения. Так? Работа в этом направлении продолжается. В целом, по поручению главы мы должны трудоустроить не менее 9000 человек. Также дано поручение прямое главы расширить этот проект и на строительный комплекс, и на дорожное хозяйство. Сегодня, значит, эта работа также ведется достаточно активно, но мы должны понимать, что существующую, значит, схему привлечения иностранной рабочей силы, ну, скажем так, если, допустим, в строительном комплексе в целом задействовано 42 тысячи работников, так, это среднесписочная численность, то доля иностранной рабочей силы там занимает чуть больше 3000 человек. В связи с пандемией многие, значит, конечно, выезжают, и поэтому есть прекрасная возможность объективно, скажем так, заменить нашими местными трудовыми ресурсами. Поэтому здесь, ну, долго не говоря, мы все необходимые, значит, совещания на уровне руководства республики проведены, даны конкретные протокольные поручения. По нашим оценкам, только в строительстве и дорожном хозяйстве мы, значит, задействуем не менее 1700 человек, так, местных кадров. И что очень важно, здесь мы, значит, также ресурсы, включаем ресурсы, значит, муниципальных районов, непосредственно главы муниципальных районов с центрами занятости занимаются, значит, подбором персонала, который нужен, значит, вот и в строительстве, и в дорожном хозяйстве. Так, ну и то, что касается вот ЧНД, сегодня выехало очень много, значит, вахтовиков, да. Здесь тоже работа ведется достаточно активно, непосредственно с подрядчиками, и, значит, идет уже подбор и отбор со стороны, значит, этой компании «Стройнефтегаз» именно вот на Чаяндинское месторождение. Ну, очень хорошо, что активно будут вовлекаться местные кадры. Степан Иванович, давайте сейчас очень коротко еще раз нашим телезрителям напомним, на какие выплаты они могут претендовать безработные граждане. Да, ну, на сегодняшний день размер пособия по безработице он составляет для нас, для республики, значит, в центральной группе районов это 16 900 рублей в месяц, так, и доходит до 24 тысяч рублей в некоторых районах населенных пунктов крайнего севера. Так, на сегодняшний день уже более 5000 человек получили пособие по безработице по максимальному размеру. Плюс к этому всем семьям, которые являются безработными, значит, на каждого несовершеннолетнего ребенка осуществляется выплата в размере 3000 рублей. Надо сказать, что вчера президент страны с кабинетом министров и с главами субъектов Российской Федерации провел совещание по вопросам рынка труда и занятости, и там готовится еще ряд, значит, мер поддержки, но прежде всего, значит, и продление этих выплат еще на 3 месяца. Это касается и тех, значит, индивидуальных предпринимателей, которые прекратили по, значит, причинам пандемии свою деятельность. Это касается и вот детей, которые, ну, выплат детям, которые, значит, у нас имеются безработные еще до 1 марта. И вот самое интересное то, что, значит, нижний порог, минимальное значение, оно увеличивается в 3 раза и будет составлять базовая сумма 4500 рублей. Но в целом по республике она будет чуть больше 6000 рублей.
А какие вакансии сегодня могут предложить центры занятости нуждающимся в работе? Но надо сказать, что количество вакансий у нас снизилось на 26%, если брать, опять же, сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня у нас в базе вакансий 8600 вакансий. Все желающие абсолютно свободно могут с ними ознакомиться с уровнем заработной платы, с контактными, значит, данными работодателей на портале «Работа в России» или войти на наш портал «Работа в Якутии», забив это в поисковике. Достаточно много вакансий у нас рабочих профессий, таких как водителей, таких как сварщиков и так далее. Они есть, но надо иметь в виду, что они, конечно, скажем так, разбросаны, распределены по всей республике. Так? По городу Якутску тоже имеются определенные вакансии, но лучше всего, конечно, зайти на портал и подыскать самостоятельно необходимую вакансию. Степан Иванович, большое спасибо за беседу. Очень много полезной информации прозвучало. Спасибо еще раз. Спасибо вам. О том, как пандемия повлияла на рынок труда и на какую помощь могут рассчитывать граждане, оставшиеся без работы, мы сегодня говорили с председателем Государственного комитета Якутии по занятости населения Степаном Москвитиным. Не переключайтесь.